казахстанцы, согласно Конституции, я пользуюсь правом Конституции на свободу слова и на свободу мирных собраний. Я хочу сказать, что меня эти дни переполняет протест против того, как поступили сотрудники, вернее, Министерство внутренних дел и Генпрокуратуры. В ночь с 24 февраля на 25 был из дома, забрали из дома нашего друга, нашего соратника Дулата Агадил. Кто его забирал? Посмотрите на эти лица, этих мразей, этих убийц Дулата Агадила. Посмотрите внимательно, запомните эти лица, плюйте им в лицо, когда вы их встретите. Потом сочинили версию. Да, за кого вообще вы народ держите? За идиотов, что ли? Какие трупные пятна? Какие дископические там краска на руках? Видно было, что это тело истерзанное. А что вы сделаете, если я вечером, ночью встречусь с участковым, а утром найдете его истерзанное тело, зашитое местами, избитое? Что вы будете делать? Вы не будете меня подозревать? Давайте попробуем так сделаем. Где вот эти гады, мрази? Я требую суда над ними. Я требую, чтобы их призвали к ответственности и арестовали. И всех, кто это приказывал его забрать. Всех участников. Дело в том, что наша маразматическая власть, которая якобы говорила, что да, мы за прозрачность, мы за то, чтобы все были на самом деле выяснены причины действительно вот этого политического убийства гражданского активиста Дулата Агадил, они элементарно, вот я могу лично за себя говорить, 5 августа не разрешили мне, как врачу, человеку с высшим медицинским образованием, войти в эту независимую судебно-медицинскую экспертизу в качестве наблюдателя. Хотя накануне, вернее, это 26 числа не разрешили, а накануне, 25 февраля, на брифинге сам заместитель Тургумбаева, да, министра МВД Запаров Арустангани Расулханович говорил о том, что мы за прозрачность, пожалуйста, гражданское общество, гражданские активисты, заходите наблюдателями, заходите в комиссию. И что в итоге, чего вы боитесь, что вы скрываете, почему вы не разрешаете нам, следователь Сарсимбаев Аскар, как говорится, переведя стрелки на родственников Дулата, не разрешил войти нам в качестве наблюдателей. Значит, что? Большинство казахстанцев правильно создают сомнения, возникают у них в голове о том, что вам есть что скрывать, и что это на самом деле политическое убийство Дулата Агадила. Люди, запомните эти имена. Имена тех людей, мерзости, мерзавцев, которые забрали в ночь Дулата Агадила. Это Куандык Апасов, Жарас Хапаров, Дархан Баукаев, Хангельды Сейдала. Запомните эти имена, презирайте их, плюйте им в лицо. Но это еще не все, остальных мы тоже всех найдем. Это только первые четверо не уйдет от возмездия. Остальных тоже найдем. Қазір айтып отырған істің бәрі осы біздің Дулат Агадилдің қайтқан күнінен болған шаруа. Соған мы требуем от правительства адекватного судебного расследования, призвать к ответственности тех людей, которые повинны в смерти Дулата Агадила. Гражданское общество, гражданские активисты и весь Казахстан не верит в то, что у него был сердечный приступ. Поэтому мы призываем власти отнестись к этому делу не провокационно, не ссылаясь на какие-то уловки, хитрости и все остальное, провести правильное, честное расследование и призвать к ответственности тех людей, которые ответственны в гибели Дулата Агадила. Я хотела сказать, что это даже не просто убийство было, это была казнь для всех несогласных. Что, да, показательное запугивание. И еще я хотела вот этим вот людям, которые сейчас портреты, которых все сказали, да, они просто исполнители, конечно, они это сделали. Но просто вот эти вот сотрудники правоохранительных органов
пусть помнят о том, что шквал вот этого ненависти, негатива, они берут на себя, а те люди, которые приказывают, они в тепленьком месте сидят у себя в замках, наслаждаются жизнью, пока они стравливают народ и правоохранительные органы. Поэтому, прежде чем какие-то приказы выполнять, взгляните себе в душу и послушайте Помните свою... присягу, Да, и послушайте свою совесть. И все-таки закон, чтобы главенствовал, а не какой-то левый приказ. Да, завтра вас используют, да, и Будьте выкинут. благоразумными. Ал мынау суреттеріңді өздерің көріп тұрған шығарсыңдар. Осы Ағаділді қинап өлтірдіңдер, бәрін істедіңдер. Сендерге бұл дүниеден де, о дүниеден де кешірім болмайды. Құдайдың алдында да бәрі любой жерде жауап бересіңдер. Сондықтан сендерге кішкене жеңілдік өздеріңе алу үшін мынау кім сендермен қатысты, сол Дулаттың өліміне кім қатысты болды? Өздерің ойластырып, біріңді бірің дұрыс жолға салып, кім сендерге бұйрық берді, соны ал адамды айтыңдар. Сонда бір кішкене Алла тағаладан сендерге жеңілдік болады. Онсыз сендерден осы ой, осы халықтың түгел кім анау жерлеуге барып, кім қатысты, кім сөйлеген адамның көз жастары анау 6 баласының көз жасы бойындарында болады. Ешқашанда кетпейді. Дулат Агадилов был примером для нас, граждан Казахстана. Он был активным активистом нашей партии. Я вот об этом говорил, я даже не знал, но он, оказывается, был один из создателей нашей партии. Я этим очень горжусь, что я вот на правильном пути. Во-вторых, Дулат Агадил был активным противником был китайской фашистской партии. Я как уйгур, я как с уйгурской диаспоры, да, нам уже Дулат Агадилны қолдаймын. Немішке десаңла, уже Қытай фашист партия қарсы шыққанды. Нұрғын рахмет мұшы уйгурларға, чаталдеке уйгурларға мұшы бүлдеке Дулат Агадилны, мұшы Қытай қарсы шыққан адамны. Шончын мен мұшы көңілі бөліп, нұрғын адамлар бізге мұшы көңілі бөліп әді мұшы Қазақстанға, Қазақстанның халыққа, мұшы оланың айылырға, әмісі тұтқандырға рахмет стоя. И икенчisi, я вот сейчас на русском требую, надо, мы должны призвать, чтобы все вот это полностью компенсацию взяло на себя государство, полностью выплатить им материальный ущерб, полностью взять обязанности на себя его воспитания его детей, а также его предоставление им жилой площади по совершеннолетним. Вот эти люди, 4, которые вы выталкивали в наручниках из дома, эти люди последние, кто видел в живых Дулата Агадила. Почему их не арестовали сразу? А вот этой судье Мирзадоева или какая-то Мирзадинова, я ей хочу тоже сказать, купи 2 коровы и иди честно, надаивай этих коров вместо того, чтобы отдавать приказы и убивать людей. Позор. Дулат Агадилді өлтірген міне бәрі суретте тұр. Бұлар ешқашанда бүгін болмаса ертең жазасын алады, уақыт келеді барлық нәрсеге. А оны соттаған жаңағы сол соттаған фамилиясы кім? Мирзадалинова деген атағана генеральный прокурор бар. Бұл жерде Бекайырға кінәлі болған Мирзадалинов бар. Может, олар туысқан шығар, мен білмеймін. Возможно, оны да білу керек. Біздің өкіметтің басындағылардың бәрі туысқан, әкесі, көкесі, ағайын туысқандар барлығы. Способный, іскер адамдар жоқ. Бәрі туысқандықпенен, барлығы жақындықпенен істейді. Біздің мемлекеттің осып күйлеп атқанымыз, құлып атқанымыз соның кесірлі, коррупцияның кесірлі. Адамды өлтіріп атқан да содан кесірлі. Заңнан ешкім қорықпайды. Я прошу граждан Казахстана поддержать наш флешмоб или челлендж, как хотите называйте. Поддержите нас. Вот портреты. Есть в интернете портреты этих убийц. Вытаскивайте портреты на первые страницы. Репостите. Говорите. Пусть этих людей выдадут и призовут к ответу. Пусть их осудят за смерть Дулата Агадила. Я требую. И все требуют.
В завершении хотим еще раз сказать, мы требуем от правительства справедливого расследования и наказать всех виновных в смерти нашего брата. Дулат, ты в наших сердцах. Алга Куше партия. Партия, Алла! Алга! Не забудем, не простим. Да, надо